все хорошо. Мы уже проводим не первый, не второй раз. В свое время участвовали каждый год в летних кубках имени ректора МГПУ, поэтому для нас это привычный ритм. Мы только, по-моему, один раз не играли за последние лет 7-8. Поэтому, в принципе, это привычный цикл. Летом всегда просматриваем потенциальных новичков. Играют наши друзья-профессионалы. И просто те ребята, которые в сезоне играли предыдущем и остались в команде, поддерживают форму. Ну, тяжело оценивать полноценно результат второго состава. Мы, конечно, рассчитывали, что мы сумеем разойтись и в полуфинале не играть друг с другом, но так сложилось. Мы каждую игру играли на победу. Второй состав, в принципе, за весь групповой этап проиграл только нашему первому составу и проиграл самую первую игру МГУ. В целом оценить можно будет по результату итоговому. На следующей неделе, если они выиграют третье место, как в прошлом году, считаю результат хороший. Не отличный, но хороший для второй команды. С точки зрения организационной, сезон был действительно крайне тяжелым. Во-первых, два дивизиона начинали с 23 клубами. По ходу сезона начались катавасии с клубом Enjoy Литвинова, с переходами. Началась история с клубом Ясенева, которые там не заплатили достаточно приличную сумму денег. Поэтому сезон был тяжелый, было очень много переносов, у клубов были проблемы с залами. Все эти проблемы нам приходилось решать. Алексей Лесных, как руководитель департамента, перекраивал расписание много раз. В общем, было непросто. Но мы справились. Так, отвечу с конца. Соответственно, команда «Бизоны», я думаю, появилась, потому что ребята из МЛБЛ вели переговоры с Бориславом Гуляевым, который, насколько мне известно, как-то безусловно связан, он вроде как президент «Бизонов», но реально с организационной точки зрения, с точки зрения селекции, последний сезон уж точно не имел ничего общего, все делал Максим Клыков, он же, собственно, членом был МБЛ от «Бизонов». Ну и насколько мы знаем ситуацию, ребята, по сути, откололись от Борислава, то, что было озвучено Максимом на нашем общем собрании последним членов МБЛ. Если они находят финансирование, то они заявятся, по сути, это те же «Бизоны», только название клуба новое. А Борислав, видимо, наберет каких-нибудь людей и свой бренд «Бизоны», это действительно его бренд, заявит в МЛБЛ. Другое дело, что, в моем понимании, бренд не играет роли, если там уровень Лиги развития или ниже, а реально все топовые игроки экс-Бизонов будут играть под другим названием в МБЛ. Подготовка проходит, в принципе, относительно в штатном режиме. Есть определенные форс-мажоры с некоторыми клубами. Пытаемся помогать решать. На некоторые клубы давят, скажем так, сверху, пытаются им угрожать, чтобы они участвовали в нашем чемпионате. Я лично решаю эту проблему, по крайней мере, пытаюсь это сделать. Некоторые клубы недовольны тем, что дивизионы разделились, есть определенные трения, не буду называть. У некоторых клубов форс-мажоры с залами. То есть есть определенные сложности, и каждому клубу мы пытаемся помогать в меру своих возможностей. Сезон будет крайне тяжелым, сложным, но я уверен, что порядка 70-80% топовых игроков МБЛ будут играть в чемпионате МБЛ, а в МЛБЛ будут гораздо слабее классом игроки. Ну, соответственно, и команды в соответствии с этим тоже. Я ходил вживую в Химки на игру со сборной Грузии. Первые две четверти, три игрока, Саникидзе, Шенгель и Шармадини, втроем сопротивлялись, и счет был равный, по сути, первые две четверти. Хотя у нас была полная ротация, и, по сути, приехали все лидеры в сборную. Не испытывал такого восторга от игры со сборной. Сборная наша, объясню почему. Хочется испытывать восторга, но пока класс соперников достаточно низок, чтобы реально оценивать силу нашей сборной. То есть все-таки товарищеские с Грузией, Белоруссией, Нидерландами, по мне, так это не показатель. Вот сыграли бы с ребятами из Австралии. Это было бы интересно мне посмотреть и показательно было бы, где мы относительно Австралии тоже. Я уже не говорю про Сербию, Соединенные Штаты и другие сборные. Хотя бы с Австралией сыграть. Тогда можно реально говорить. А так, когда ты играешь с заведомо более слабым соперником, для меня это совсем не показатель. Да, я скажу так, что я уверен, что ивент какой-то нужно проводить, и, скорее всего, это должен быть все-таки стритбольный ивент, а не матч звезд, который мы проводили уже раза 3,
и все от него подустали. На самом деле этот матч звезд по большому счету никому не нужен, кроме считанного количества игроков, потому что очень многие звездные игроки отказывались участвовать в матче звезд. Собственно, после этого мы перестали проводить это мероприятие. Поэтому, мне кажется, можно попробовать в виде эксперимента проводить стритболы, тем более, что мы действительно получили это официальный статус от FIBA. Почему бы и нет? Попробуем этот формат, посмотрим. Пойдет, не пойдет. Были у нас и другие задумки, и стритбол 2 на 2, и 1 на 1, и так далее. Разные форматы. Так что идеи есть. Главное, чтобы был энтузиазм и было время свободное, потому что для нас это всех хобби. И думаю, мы что-нибудь хорошее организуем. Да нет, я бы мог помочь теоретически как частное лицо, если бы Дима Вишняков не вел бы себя так, как он вел себя последние 2 года, то я бы как физическое частное лицо бы из своих собственных средств мог бы помочь. То, что Лига собирает, это неправильно. У ребят есть спонсор, они все в сезоне получали соответственно, определенную компенсацию за игру, тратили действительно большие деньги по меркам любительского баскетбола на зарплаты, платили игрокам первого состава, второго состава и так далее. То есть это был просто пир. Поэтому, в принципе, не испытывал никакого сострадания к ним. И считаю, что все, что не делается, все к лучшему. И советую ребятам из проекта «Востока» также относиться к этому. Да, мы заняли 2-е место, причем обыграли 2-0 в полуфинале проект «Восток». Кстати, обыгрываем их 3-й год подряд в полуфинале. Но, видимо, совсем честный и порядочный Андрей Полевич, потому что он, я знаю, Алексей Леснев звонил, спрашивал по поводу поездки в Севастополь, решил из личной своей неприязни не набирать меня и не спрашивать. То есть меня ни Полевич, ни Зимин, ни любой другой представитель МЛБЛ не спросил, поедет ли наш клуб в Севастополь или нет. Сразу предложили Восток. Вот такие честные ребята работают в МЛБЛ, что я еще могу сказать. А с Infinity я не знаю, честно говоря, истории. Вроде как должны были поехать и Восток, и Infinity, потому что ведь, чтобы затащить команды в этот промо-кубок МЛБЛ, придумали новую фишку, wildcard, на поездку в Севастополь. Чтобы хоть какую-то ценность придать этому промо-кубку. И всегда была версия, то, что я слышал, что будет, соответственно, 2 представителя от Москвы. Чемпион промо-кубка МЛБЛ и, соответственно, чемпион МБЛ, или следующий, кто по рангу. Поэтому не знаю, что произошло, но, насколько я понимал, я не знаю точно, насколько я понимаю, Infinity просто не дали денег на поездку в Севастополь, поэтому они не поедут, а поедет проект «Восток», правда, еще тоже, я как понимаю, под вопросом, поедет или нет. Но ребята в течение сезона получали компенсацию за игру, они могут вернуть эти деньги, и будет на поездку денег. Все будет справедливо, если они так хотят поехать, пусть скинутся из кармана. РН-охрана 2 года подряд скидывался каждый игрок на поездку. Ничего в этом зазорного не вижу, если каждый из ребят скинется, кто хочет реально играть.